Яе прафесія маці-выхавальніца, аднак яна не любіць усіх гэтых канцелярызмаў. Для дзяцей, якія ўжо пайшлі ў самастойнае жыццё, яна мамуля. А тыя, каго яна выхоўвае зараз, ласкава называюць яе бабуля. Напярэдадні 8 сакавіка мы завіталі ў госці да Антаніны Пятроўны Саўчынкі, жанчыны з вялікім сэрцам і добрай душой. У вялікім утульным доме сямейнага тыпу, што ў малых славеннях ніколі не змаўкаюць дзіцячыя галасы. Тут жыве сям'я Саўчынкаў, бацькі-выхавальнікі Антаніна і Аляксандр, а таксама іх 7 дзяцей. Антаніна Пятроўна жанчына рашучая і мэтанакіраваная. Ідэю сваёй роднай дачкі стаць прыёмнымі бацькамі для дзяцей з няпростым лёсам падтрымала адразу. Она приводила все время домой детей, где-то на вокзале собирала. Например, Маю, первую девочку, она провела с ЖД вокзала, так как она ездила учиться в Могилев и все время приходила на ЖД вокзал рано. Там девочка находилась, всегда ночевала. Она подошла к ней и стала разговаривать. Она сказала, что ей негде ночевать, она сирота. Вот она первую нам привела Маю, девочку. Потом Пашу Широкого потихоньку так ее брата двоюродного подвела. Ну а потом мы уже решили, что сделать? Надо создавать семью. Они у нас были под опекой, а потом уже мы решили взять немножко поменьше и создать приемную семью. Это было в 2003 году. Мы взяли Виолетту Кирееву из дома ребенка. Вот мы ее воспитывали, а потом потихонечку добавлялись к нам. Пришла Царогородцева Женя, потом Козлов Сережа. Так вот, у нас создалась приемная семья, и у нас уже был перенабор для приемной семьи, нам надо было уже создавать семейный дом. Беларусьбанк прадаставіў сям'і гэты утульны дом, дзе з 2008 года жыве вялікая дружная сям'я. Антаніна і Аляксандр Саўчынкі выхавалі ўжо больш за 20 дзяцей, уключаючы сваіх родных, дачку Юлію і сына Вячеслава. На пытанне, ці лёгка адпускаць выхаванцаў у самастойнае жыццё, Антаніна Пятроўна адказвае. Их я не отпускаю, они никуда не уходят, если сказать, они все здесь. Они ни один не ушел от нас, чтобы уйти вообще куда-то. Один только Паша, который уехал в Италию, Фетисов, это уехал. Но он все равно нас посещает, приезжает, не забывает. А эти все рядом. Например, Паша Широкий живет у нас тут в Словении. Ему дали квартиру, он работает в колхозе. И Сережа тоже тут с нами живет, Козлов, в Словении тоже дали квартиру. Все рядом. Катя Поливкина у Могилеве поработала плохо. В школу переехала, там поработает, сюда все равно приезжает. Все они здесь, никто никуда не уехал. Даже дети, те, которые мы брали со спецшколы, просто на каникулы, к нам просто как в гостевую семью, даже те приезжают. С Витебска просят: бабушка, можно я приеду? Все приезжают, нас уходящих нет, у нас все приходящие. На ўсе сямейныя святы і не толькі выхаванцы прыязджаюць да сваёй бабулі. Вось і гэты Новый год не стаў выключэннем. Женя наша вышла замуж в Санкт-Петербурге и решила приехать сюда со своим уже мужем, познакомить всех. Но она собрала сюда всех детей, которые у нас тут были. Кроме Юли Щемелевой, она родила только, но она не смогла приехать. Все остальные приехали. У нас было на Новый год здесь 32 человека. Все собрались, и все ее поздравляли, и все дружно, никто не забывает. Ну, стол накрываем. А в баню, когда собираются в выходный день, это всегда у нас праздник. Особенно летом. В беседке все как соберутся, это вообще... У доме сямейнага тыпу Саўчынкаў няма часу для смутку. У кожнага тут ёсць свае абавязкі. Дзеці дапамагаюць бацькам па гаспадарцы і разам з імі займаюцца творчасцю. Іх дом сапраўдная выстава вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Мы занимаемся всем, если разобраться. Каждый ребенок что-то хочет свое. В основном занимаемся оригами и вышиванием лентами. Но сейчас у нас девочки занялись вышивать крестиком. Бабушка, давай попробуем крестиком. Шары выделываем с Петьком. Он все просит, бабушка, давай. Ну, мы с ними занимаемся этой судами. Выставляем. У нас у них много поделок. Все дарим поделки свои. В школы дети носят. З першага погляду адчуваеш, гэты дом стаў сапраўды родным для вось гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак. Яны вельмі любяць сваю бабулю і удзячныя ёй за клопат і пяшчоту. Она добрая, красивая, хорошая. Мы с бабушкой всегда играем, делаем поделки, ходим на улицу играть вместе.
всегда она нас учит есть готовить. Бабушка очень хорошая. Она вкусно варит, она очень хорошая, она добрая. Хутка 8 сакавіка. Які сюрприз падрыхтавалі выхаванцы сваёй любімай бабулі, яны так і не прызналіся. Адна з яго частак вось такая віншавальная тэлепаштоўка. Я желаю бабушке, чтобы она была такой же молодой. Бабушка, я хочу тебе пожелать, чтобы ты была всегда такой красивой. А я хочу, чтобы бабушка всегда улыбалась, никогда не унывала, а только шла вперед и вперед. Я хочу пожелать бабушке счастья, здоровья и успехов. Доброты, любви, красоты. Желаю бабушке здоровья. Бабушка, мы все тебя любим. Я очень счастливая бабушка и жена. У меня муж очень хороший, не хочу сказать ни слова. 40 лет прожили уже с ним, но все у нас отлично. Дети все меня любят, все уважают. Свои дети вообще все дружно, и с этими даже детьми. Я счастливая женщина. Няхай гэты дом, пабудаваны выключна для шчасця, заўсёды будзе асветлены радасцю і любоўю.